У процедурного кабинета в Алекминской ЦРБ ажиотажа не наблюдается. Изредка выходят те, кто решил получить вакцину. Кстати, вакцинироваться можно и даже нужно, и для профилактики гриппа, уверены медики. Заболеваемость на ОРВИ и гриппом на сегодня в нашем районе превышает эпидпорог. Это говорит о том, что о низком охвате вакцинации, потому что у населения иммунная прослойка не образовалась. На сегодня у нас привито 43% населения. А мы должны по плану привить где-то 70% населения. Это 10 тысяч взрослого населения и около 4 тысяч детского населения. В первую очередь вакцинацию должны получить дети, школьники, студенты, также переболевшие ковидом, наше старшее поколение, люди старше 60 лет. ОРВИ – сезонное заболевание, и хотя на первый взгляд безобидно, и оно чревато осложнениями, поэтому получить вакцину гораздо безопаснее, нежели потом лечиться. Лучше получить бесплатную вакцину, которая ставится, чем потом болеть и тратиться на те же лекарства. В среднем противовирусные средства у нас, скажем так, ни для кого не секрет, дорогие. На эти дни в Алекминске нет подтвержденных случаев ковида. Каникулы. Ими стоит воспользоваться для вакцинации или ревакцинации. Многие опробовали новый вид вакцины – назальный. Самое главное отличие – это способ применения. То есть ставится не инъекционно, а в виде капель в нос. И второе отличие – это то, что создается иммунитет именно в носовой области. Получается, эта вакцина считается как чуть более мягкая, чуть лучше переносится человеком, чем инъекционная. А в остальном все точно то же самое. И противопоказания те же самые, показания тоже. По сравнению с этим же периодом прошлого года звонков гораздо меньше, улыбаются в регистратуре. У нас вызовов немного, если сравнивать с прошлым годом осенью. По сравнению с прошлым намного меньше. Намного, в разы меньше. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.